совладелец фирмы Google и один из самых богатейших людей в мире. Как он принимает людей вообще на работу? Перед ним садится человек, и он его спрашивает: у тебя есть 5 минут рассказать мне то, что я еще не слышал. Вот. Так и я просто подумал, что если бы вы оказались перед Сергеем Брином, что бы вы могли ему рассказать такое, что он еще никогда не слышал? Он слышал очень много, на самом деле. Да, я понимаю, что он слышал очень много, но, Да. конечно, он... Что бы вы ему рассказали за 5 минут? Да не за 5 минут, я бы ему сказал бы это просто в 2-3 фразах. Если он на это клюнул бы, то мы бы уже поговорили подольше. Я думаю, что сказать ему, что в мире, кроме Гугла и всей этой системы, существует еще высшая система, которую можно раскрыть, в которую можно войти, которой можно оперировать, и в которой можно найти себя, свою вечную, совершенную составляющую. И жить, существовать в обоих системах, как в Гугле, потому что весь мир для него это Google, и также и в высшей системе, вечной, совершенной, которая построена на том, чтобы поднять нас до совершенства, а не для того, чтобы обслуживать здесь все эти мелкие желания людей. Ну, как все-таки об этой системе, может быть, наверное, вы могли бы Нет, рассказать? но системно он бы меня понял, что существует еще параллельная система, высшая система, в которую мы входим. Она полна совершенной замкнутой информации, и мы от нее можем получить все. Все, что только желаем. Причем, включаясь в эту систему, мы становимся ее частью. То есть мы становимся в мере нашего включения в нее такими же вечными и совершенными. Ну, а дальше это уже разборки. Что там можно найти в этой системе? В этой системе найти можно все. Во-первых, весь наш мир, как маленькая его составляющая, самая последняя ничтожная система, и все остальные подсистемы, все вместе, которые составляют одну единую замкнутую систему мира бесконечности. И эту всю систему человек должен познать, постичь. Он должен слиться с ней, он должен управлять ею. Каждый из нас и все вместе. Вот для этого и существует эта наука Каббала, которая говорит нам о том, как овладеть всей этой системой. Как человек получает информацию от этой системы? Он подключается к ней своими свойствами. Он должен обрести свойства этой системы, как мы входим куда-то, если мы хотим работать с какой-то операционной системой. Мы должны понимать ее, мы должны знать ее команды, мы должны уметь к ней подключаться, входить в нее, в ее законы, использовать их. Так и здесь, абсолютно те же условия, те же правила. Поэтому Каббала учит нас законам, командам, правилам, по которым мы входим в эту систему и начинаем в мере понимания этой системы, в мере нашей адаптации к этой системе, мы начинаем в ней работать и использовать ее уже правильно для себя. Ну, да, я думаю, что вот это, в принципе, наверное, новшество какое-то. Можно описать за 5 минут, если готовиться к такой беседе, то за 5 минут можно ее нормально вполне описать, все, нет проблем. Да. Ну а далее, это, смотря насколько он сможет отключиться от своих этих гугловских примочек, что называется, и захотеть узнать что-нибудь повыше этого. Об этой системе? Да. То есть вся фишка такая в этой системе, что я как бы должен своими свойствами соответствовать, и тогда я могу получить это не оттуда важно, информацию. тут то же самое, тут тоже мы подстраиваем свойства. Мы делаем буферные свойства. Да, но не свои. Ну, не важно, но между человеком и машиной все равно мы ставим команды, условия и так далее. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что это может быть хитрый парень, умный парень, проворный такой весь, и все в нашем мире, вплоть до Эйнштейна там, или там других особых людей там. Но, с другой стороны, он совершенно мертв, может быть, душевно, духовно. Это зависит совершенно от других качеств в человеке. Созрела ли его душа для того, чтобы подключаться именно к той системе? Вот для того, чтобы подключиться к этой системе нашего мира и создать в ней вот этот поисковик такой хороший, для этого, да, он созрел. Он увидел и видит вперед, как можно, каким образом охватить как можно больше количества людей, втянуть их в эту свою систему, заставить их работать именно в этой системе, а не в какой другой. Вот. И он подтягивает к этому все для того, чтобы просто
эта система была в основе всей связи между людьми. Это зависит от человека, созрела ли его душа, если он вообще понимает, что такое душа. Конечно, конечно. Если у него запрос к более высшему чему-то, или он решил ограничиться, даже если у него был вопрос, он его подавил, и решил ограничиться тем, что, знаешь, синица в руках, чем журавль там в Насколько небе. я изучал его биографию, да, у него есть такие стремления к этому. Это но все говорится в биографии всегда красиво. вопрос. О людях ты можешь взять любых этих самых певцов, певичек и так далее, артистов, и тебе будут говорить о них, что они прямо все дышат духовным и так далее, все Мадонны такие и все. А на самом деле это мы все понимаем, что... Просто есть разногласия в понятии духовного. Ну да, поэтому я не знаю, но вполне возможно, что он схватит суть. Я разговаривал со многими большими людьми, преуспевающими в нашем мире, учеными, банкирами, философами, психологами. Как правило, такие люди, они тут же уходят обратно в свои дела и понимают, что разорваться на 2-3 части они не могут. Тут они точно преуспевают, их это захватывает, есть обязанности и прочее, прочее, и поэтому незачем разрываться. Как правило, так они решают. Или они красиво тебе об этом говорят, или просто действительно нет точки в сердце. Практически, или она очень-очень где-то погашена, скрыта специально, так что человек боится ее раскрыть. Может быть, просто не хватает слов объяснить, что даст ему эти знания? Нет, он должен внутри себя все-таки в таком случае решить, насколько ему это интересно. Ведь у него весь мир. Мы разговаривали в Америке, были встречи у меня с людьми, которые создали вот эту систему электронной почты, имейлов вот этих, там еще всякие интересные люди, близкие даже как-то по духу немножко, даже по традициям в чем-то и так далее, множество из них. Он говорит: ты меня извини, я о твоей философии, о Творце имейла не получал. То есть это не просто грубо сказано. Просто в конце разговора, когда он очень серьезно и все это слышал и вникал, он сказал специально такую фразу, чтобы мы поняли, что он не настроен специально никоим образом ничего другого воспринимать. Он хочет остаться всю жизнь в этой системе сознательно, в своей системе. Ну, все. На самом деле очень, очень серьезно, очень глубокий такой парень. И это не связано от того, насколько вы можете красиво объяснить и Нет, просто он преподать понял все человеку, прекрасно. что ему будет? Нет, я думаю, что нет. Как правило, эти люди, они могут очень точно, очень четко и очень остро сразу же узнать, о чем ты и куда ты их ведешь.